Знаменитый московский физтех вошел в топ-100 мирового рейтинга вузов, а успех любого учебного заведения в его учениках. О развитии российской науки, о подготовке новых технологических лидеров говорили участники конференции выпускников МФТИ. В 1990 году знаменитый физтех закончил и председатель Законодательного собрания Тверской области Андрей Епишин. В стенах Альма-Матер собрались физтехи, как сами себя называют выпускники МФТИ нескольких поколений. Ученые с мировым именем, нобелевские лауреаты, основатели всемирно известных компаний, космонавты, общественные и государственные деятели. Выпускники физтеха высоко подняли планку российского образования. Приезжая не только в Великобританию, а, в общем, путешествуя по всему миру, я встречаю выпускников, и у нас как бы есть изначально платформа, на которой мы можем разговаривать, обсуждать общие проблемы. Ректор МФТИ Николай Кудрявцев подчеркивает, среди выпускников вуза очень высок дух корпоративности. Многие из них до сих пор не теряют связь с Альма-Матер. А в трудные для российского образования и науки 90-е годы без помощи выпускников вуз не смог бы успешно развиваться. Дмитрий Зеленин и Андрей Епишин – это были те наши выпускники, которые начинали это благородное движение. Это был конец 90-х годов. Тогда было очень трудное в институте время. Если считаете, был почти разваленный. И благодаря им, скажем так, некая идеология появилась этого направления. Оно сейчас вышло на совершенно другой уровень, но начало было там. Теперь на базе вуза создаются научные центры, исследовательские лаборатории, развиваются технологии, повышающие обороноспособность и конкурентоспособность российской экономики. А бывшие студенты физтеха продолжают принимать активное участие в реализации многочисленных проектов МФТИ. Один из них – физтех-школа. В рамках проекта в разных регионах страны планируется создать несколько школ с углубленным изучением технических наук, курировать которые будет знаменитый физтех. Проект даст возможность одаренным ребятам в будущем стать студентами МФТИ. Хотел бы, чтобы Тверская область стала одной из первых территорий, где появляется непосредственно физтех-школа, и где посредством физтеха, под его флагом, может быть, при поддержке, в том числе возможности, которые есть сегодня у физтех-союза, у фонда, который поддерживает физтех, финансового фонда, а вообще повысить уровень физмат-образования у нас в области. Это и подготовка и переподготовка учителей, подготовка проведения летних лагерей. И я думаю, что это не только силами организационными, бюджетными региона, а именно поддержка будет непосредственно одного из ведущих мировых вузов физтеха.